Доброе утро! Время 5 часов 50 минут, без 10 6, а на улице уже светло. Наступила весна, и день с каждым разом все длиннее и длиннее. С каждым разом можно все пораньше и пораньше выходить уже на речку. Температура за бортом у нас минус 5, да, Сань, была? Температура минус 5. Завели буксировщик, все упаковали. Избушки оставили порядок, дрова. Счетчики-пуки. Дрова есть на растопку, дрова есть. Дрова есть на растопку. Дрова есть березовые. Так что день-два можно даже не готовить дров. Ну что, погнали на речку. Встречаемся при первых поклевках. Так? Ну вот, наконец-то и первая поклевка. То есть поклевка уже не первая, а вторая. Первого вытащил Санек от хорюска. Второго я. Вот такие вот некрупные средние хорюски. Вот у Санька. Ух ты, бля. Была поклевка? Вообще Ну-ка. не это, самая хорошая такая. Ну-ка давай. Сделай вещи. Не, все, потому что такой был этот. Укололся? Скрежет. Не. Это у нас четвертое место уже, да? Или пятое место, которое мы обуриваем. Были поклевки, были подтяжки, как будто вот так вот с лески кто-то тык и все отстает. Это говорит о том, что клев сегодня тоже неактивный. Время раннее утро получается. Как раз он, Саня тут дергает рукой. Сейчас попробуем заснять. Вот. Вот так вот. Средненький хорюзочек. Такого мы отпускать не будем. Нормальный. Третий хорюзок второго дня. Так что цепляем камеру на голову и попробуем что-нибудь заснять. Попробуем увидеть поклевки, но, естественно, вам показать. 3 луночки, 3 хорюска. Если будет клевать, можно будет побольше обурить. Так, ну что, смотрим. О, была поклевка. Оп. О, хорошенький. Хорюзочек. Что, тоже, Сань, второго, да, поймал? Мелкий. Так. Вовремя камеру одели. Надеюсь, вы это увидели. Подошла, видать, стайка. Ну или просто парочка. Парочка. О, Санек там еще тащит. О, хорошенький. Заснял? Заснял. Отлично. Это подает надежды. Настроение уже приподнялось. А то бурим. Тишина. Или время подошло, или нашли стайку. Одно из двух. Что, еще поклевка была? Ага. И поклевка такая, поднимает вверх кивок, бля. Снизу бьет. О. А, дрищ, Васек. Этот мелкий. Отпускай. Этот уходит у нас. В родную стихию. 2 штуки взяли с этой лунки. Так, Санька здесь поймал одного. Удочка стоит у него. Попробуем рядом с удочкой. Мне кажется, можно будет вот здесь еще бурить. Да тут можно бурить. Вон, на всю длину плеса. Тут везде поклевывало. О, раньше. Он какой красивенький, хорошенький он. Прыгает возле корыта. Ну вот, поймали мы 5 штук. Потеряли времени час, да? И больше поклевок мы не увидели. Я вот на такую вот блесну даже с кучей опарышей
с нимфой. Прошелся по лункам, обурили лунок 30, обурили весь плес на одну, другую, третью мормышку. Блесна, мушки, бесполезно. Как будто отрезало и все. Вот 5 штук вытащили мы за 3 минуты, можно так сказать. И на этом все. Так что не будем терять времени, поехали дальше. Нам еще ехать очень далеко. Собираемся? Ну вот и наконец-то попили чаю. И вот он долго меня мучил. На отпускании 2 раза дергал. Тюк. На отпускании тюк. Потом сели, попили чаю. И вот. Вот он, красавец. Вот такой замечательный. Вот такой вот замечательный красавчик. Вот не скользит ты, господи. Весь перепутал уже. Наконец-то я его тюкнул, поймал. Пока чаю не попили, он даже клевать не хотел. Фу. Так что не все потеряно. Переехали на новое место. Потеряли опять где-то с полчасика. Обурили. Тут плесик, тут ямка. И блесну погонял. Думал, может, щучка бесполезна. Отпустил Васька. Саня тоже отпустил, да? Маленького Васька. И вот первая достойная поклевка. Ну что, пробуем дальше. Саня бурит. У Сани пошел настрой. Поймал 3 штуки. 3 поймал, 4 отпустил. Говорит, мелкие. 3 более-менее. У меня он тоже. Сейчас вот вытянул такого вот красавчика. Чуть раньше вот 2. 2 хорюска у меня здесь. И один Васек. Вот такой вот Васек маленький. В луже плавает. Вот его отпускаем в родную стихию. Иди, гуляй, Вася. Ну? Что, не можешь дорогу найти, что ли? Лунка широкая, не может найти. Иди, дурачок. Да иди уже, блин. Вон-то, вон туда иди, вон туда, да блин. Вот так, все. Теперь ушел. Ну, а мы продолжаем дальше. А? Там. Мы продолжаем дальше. Поклевки очень-очень слабые, надо успеть. Все на подсечках. Не успел подсечь, он ушел. Вот так. Но это уже сверхидиотизм. Его даже Васькой-то назвать никак. Васюня. На том месте так и не поймали больше ничего. Одного поймал, обнадежил он. Оббурили там все. Лунок 15, наверное. Ни одной поклевки больше не заметили. Немного переехали. И вон сразу поклевочки. Что я вытащил. Оббурил старую лунку и пластом верхний слой отошел. О, да, я ж тебя только что сюда отпустил. Ты что, опять взял, что ли, а? Иди гуляй. Только отпустил, и он опять хапнул уже, блин. 2 раз, наверное, уже. Я его там поймал, сюда отпустил. Потом поймал, кинул в бассейн, думаю, чтобы вам показать. Сейчас он уже 3 раз берет, блин. Понравилось, наверное, на лифте кататься. Все, больше нет. Ладно, пробуем еще.
Здесь идет помельче. Помельче и трава. Но прошлые года нет-нет, да поклевывали. Там один. И вполне приличные. Как бы здесь все обуривая, но этот год здесь что-то похуже клюет. Здесь как-то тоже рыбачил. Что-то одного-двух также поймал. Время обед было. Ближе к часу, наверное. Достал термос, попил чаю. И как понеслась, я, наверное, здесь штук 30-40, наверное, просто поймал вот таких средненьких хорюсков. Что это было? То ли время пришло, то ли стайка подошла. Вот он непредсказуем, этот хариус вообще. Так, ладненько, поставим. Пробурим еще пару луночек. Ну вот новое место. И вот такой вот красавчик. Красавчик вот такой. На нимфу. На нимфу ударил. Ага. Так, где у тебя рот? Вот. Пошла поклевка вторая. Нашли новое необуренное место. Опа, блин, я думаю, что, в лунку что ли пошел? Испугался, удочку потащил. Так тоже дал хорошо. Вон, Ну ладно, пускай это все. вон один хорюзок небольшой, и второй на нимфу ударил. Красавец он. На синюю блестящую нимфу. Так что не зря мы здесь остановились. Хорошее местечко, такой Смотри, плесик. что он сделал. А? Ты смотри, что он сделал. Запутался. Петлей. Так что бурим, ловим. Новое необуренное место. Это всегда хорошо. Обуриваем плес и пытаемся... Не пытаемся, уже поймали. Сначала он чуть удочку не утащил в лунку. Саня не успел с первого раза, а потом бац-бац и вытащил красавца. Ну вот и на моей улице праздник. Клюнул вот такой хорюзишка средних размеров. Лед очень толстый. Иду по 2 лунки. 2 лунки пробурю 2 удочками разными. 100-рублевая и золотой мормышкой. Пробую обоими по очереди. 2 лунки пробурил, пробую. Вот очередные 2 лунки. И вон поклевка. Ну, почему-то одна. У тебя тоже тишина, да, Саш? Ну да. Надо буриться. И тут на одном месте смысла, я думаю, нет сидеть. Вот эта лунка еще не опробована. Тут все глубже и глубже идет. Плавно, главное. Не резко, а плавное заглубление. С каждой лункой сантиметров на 5, на 10 поглубже идет. На этом плюсе, смотрю, никто не бурился еще. Так что есть надежда, что, может быть, поклюет. А может и нет. Но как бы то ни было, 3 штуки уже поймали. Один вполне приличный. Итак, друзья, перекусили сейчас, попили чаю, по бутербродику съели. Прошелся по всем лункам, что обурили. Тут лунок 30, наверное. А с одной удочкой, со второй удочкой прошелся. Поклевок не было. Решил поменять удочку. Поменял удочку вот с такой мормышкой. Вот такая мормышечка. Как бы она с ребрышками. Раньше была золотая, но уже со временем, конечно, она потускнела. Подразбилась немножко такая. Ну и леска здесь где-то, наверное, 0,14 или даже 0,12. Ну и вот, только поменял, не знаю, совпадение это или закономерность. Но вот такой вот красавец-хорюзок. Пузатый, брюхатый, с икрой. Сразу же, ну не ударил, а повесился, можно так сказать. А его просто вытащить, он, видать, рот открыл. Я сразу же его вытащил. Вот поменял удочку. Удочек у меня много, я не перевязываюсь, я просто меняю удочки. С разными мормышками на меня, с разными лесками. То одну, то другую.
Не знаю, возможно, это случайность, конечно, но только что я вот пробовал на другую удочку. Бесполезно. На эту вот бац. А, Санек еще там, пока чай пили. После чаепития сразу еще одного поймал. Ну, потихоньку по ките растет. Ну, красивые вот такие бы. Вполне достойные харюза. Так, ну давай-ка еще попробуем пройтись по старым лункам. Старые луночки с новой мормышкой. Раньше на эту мормышку ловил. Довольно так неплохо. Потом что-то подзабыл. Ну, мелковатая мормышка, конечно. Крючок мелковатый. Ну вот, перед таким бесклёвием. Сегодня погода, с одной стороны, идеальна для харюза. Солнца нету. Тепло. Ветра не было. Сейчас вот небольшой ветерок поднялся. Температура уже, наверное, ближе к нулю. Если не плюс уже, потому что снег начал таять. Все для того, пасмурная погода, все для того, чтобы харюз клевал. Харюзовая погода, но клюет он очень вяло. Покажет, что есть, и все. Что-то ему еще не отошел, он еще от коматоза. Что-то ему не нравится. Или ждет свежей воды, или что. Нет такого активного у него поведения, нет ударов. Ну ничего, потихоньку. Ловим, бурим, ловим, экспериментируем. Наживка та, наживка эта. Мормышка там, мормышка другая. Лед очень толстый, у меня уже руки болят от бурения. Вот у меня спортивный бур высокий. Почти по шнек. Больше метра местами лед. Просто толстенный. Ладно, не хотят как хотят. Выключаемся пока. Ну вот очередное новое место. Оббурили сплошняком. То есть оно и было обурено. Пошли по старым лункам, потому что бурить больше сил нет. Пробурили больше сотни. Какой больше сотни? Больше 200, наверное, лунок пробурили. И по старым шли, и целяк. Целяк вообще где-то около метра лед, наверное. И тут вроде бы все обурено. Поставил вот маленькую мормышку, что я вам показывал. Вон. Одного за одним. Зацепились вон такие вот замечательные 3 харюзка. Как бы, когда говорят, вот, что все вылавливают, я вам скажу, никогда ты всю рыбу не выловишь. Просто надо подобрать снасть. Клев сегодня никакой, вообще никакой. Поставил маленькую мормышечку. И только он прикоснулся, успеваю подсекать. Один раз тюкнет, второй раз, может быть, уже и не дернуть. О, на этого сёк. Не знаю, какую лунку тебе. Вон, Сашкину лунку отпущу. Здесь не Васек, не Ванек, блядь. А есть маленькая мормышка? Но у меня висит маленький. Вот тут леска тоньше, маленькая мормышка, и как бы дело с мертвой точки сдвинулось. Он сегодня супер аккуратный, супер осторожный. Я, в принципе, и рыбачил раньше на эту мормышку, но потом отошел. Слишком маленькая, как бы. Но когда вот не клюет, когда без клёва, она выручает. Когда он выеживается, тут леска потоньше и мормышка поменьше. Если успеешь подсечь, то он бывает. Только пригубил, ты цап его и все. Вот очередное новое место. И очередные поклевки вот на той лунке поймал харюзка. Здесь вон такого харюзочка. И одного отпустил, и один сход был. Сейчас одену камеру и хочу показать, если конечно, будут
поклевки, потому что сразу не включил, думал, что это так, случайность. А нет, поклевки есть, но хочу показать вам, какие осторожные поклевочки. Еле-еле, вот чуть-чуть вот кивок остановился, и надо в это время уже дергать. Ни ударов, ничего нет. Он очень сегодня осторожный. Колебания должны быть очень минимальные. Он в это время вот немножко только остановилась леска, и надо дергать. Амплитуда колебаний вообще должна быть минимальная. Очень осторожный он. Вот и он из-за этого исходит еще, потому что он за краешек губы цепляется, подсекаешь его. Все, сейчас камеру одели. И тишина. А так, 3 поклевки было на этой лунке. Пошла вода, потеплело. Уже плюс. И походу начало выглядывать солнце, да? Вон, да, начало солнце. Сегодня с утра было пасмурно. Начало выглядывать солнце. Я не знаю, как это отразится на клеве. Будет клевать, не будет. Посмотрим. Мы это все увидим. Пока мы, конечно, половили. Перехитрили, можно сказать, несколько хорюзов. Перебурили сотни лунок. Силы уже на исходе, уже руки не держат. Этот бур, так как лед глубокий, бурить тяжело. Но мы перехитрили. Надеемся на вечерний клев. Так. Блин, воткнуть-то некуда. Ну вот, друзья, мы опять на месте трагедии, которая разыгралась этой зимой. Если я в прошлый раз показывал, что от лося остались рожки до ножки, то сейчас мы видим, что и того уже нету ни рожек, ни ножек. Лося доели, остались. Пахнет навозом. Раздербанили, если тогда желудок был полный, уже желудок сожрали. Вот кусок шкуры остался, коцает его, кусок кости. Полностью тоже вон разгрызли. Все. От лося ничего не осталось. Но он там во льду-то, конечно, мерзший. Я не знаю. Он весь во льду. Представляю, какая здесь вонища будет, когда это все растает. Вон. Пахнет почему-то лошадью, а не лосем, блин. Вон желудок. Куски желудка. Вот видно, что он питался ветками. Опилки, можно сказать. Следов свежих не видать. А видно, вон спускались и там остановились и повернули обратно. Вон здесь вот кровяная вода. Желтая вода, вон все идет по буранке. Это ниже вот все так. Видать, по воде кровь плыла или что-то такое. Кто-то мне говорил в комментариях, почему я не бурюсь возле лося. Ну вот, пробурились. Сейчас посмотрим. Будут поклевки, не будут. Пока не клюет. Вон там птицы уже куски шерсти там тоже раздербанили. Видно вон. Ну, короче, праздник удался. Всем. Все сыты. Бедный лосяш. Бедный лосяш. Ну что, Сань, не клюет? Тишина. Тишина. Ну что, попробуем и мы поймать тишину. Обмануть хитрого хариуса, который сегодня очень хитрый. Но нет-нет, да нам удается его перехитрить. Поехали хитрить дальше. Друзья, только что прошел опять лось перед нами. Вот. Полчаса назад мы вот здесь, час, может, прошел. Проехали, ничего не было. Вот. Тюк-тюк-тюк. Он прошел. Лосяш. По бураночке. Вон тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк.
Пошел, пошел, пошел. Он, наверное, нас услышал. Вот он нас услышал. Вон, даже вода вот не замерзла, вон. Прыг, скок, прыг, скок. Смотри, какой прыжок он сделал. Да. Вот это да. И сугроб, смотри, там же сугроб здоровый, да, считай. И пофиг ему на сугроб. Он здесь, вот где-то здесь стоит, наверное. Или чешет сейчас, блин. Вот так вот. Есть еще лоси в наших лесах. Не всех еще волки сожрали. Один лосяш, лось, да? Он от нас, наверное, услышал, сиганул, блин, от бурана. Вот так вот. Короче, едем в обратную сторону уже. По своим же лункам. Возле съеденного лося ни единой поклевки мы не увидели, так что попробовали, но не клюет. На обратном пути одного хорюска поймали на старых лунках. Едем дальше. Ну вот, наконец-то, скорее всего, это и есть завершающий хорюзок, которого Сашка поймал. Вот он такой вот. А у тебя что за желтое тут пятно на леске? Специальная приколюшка такая. Да? Да. Ну, блин, нет. Вот такой вот небольшой, но факт то, что в течение 2, наверное, или 3 часов последних, как мы прошлись по своим лункам, было поймано где-то только около 5, да, наверное, штук. Не больше. И пока светло, хочу показать весь улов за 2 дня. Сегодня вот такой вот пакетик. Сегодняшний день это было что-то с чем-то. Рыба вроде бы и не клевала, и вот каждого надо было хитрить, менять наживку, менять мормышки, блин, по несколько. Съемки не получилось, потому что снимать все подряд это очень долго. А так не было такого, чтобы с одной лунки несколько. Сегодня была интересная рыбалка. Очень интересная. Хотя клевало плохо, но мы все-таки надергали вот такую вот кучку. Вот такую вот кучку. Вот такую кучку хорюшков с вчерашним вместе. Я считаю нормально. За 2 дня улов. Сильно крупных хорюзов нет. Такой весь средненький, зачетный. Самый крупный экземпляр, наверное, вот этот. Нет, вот этот. Да, вот этот, наверное, с икрой, смотрю. Вот такие вот хорюзочки. Ну, как-то вот так. Если что-то будет интересное, я еще включусь. Ну, а пока скажу вам так. Рыбалка наша 2-дневная удалась. Саня, ты доволен? Еще бы. Саня доволен. Я тоже. А как можно быть недовольным? Сегодня вообще погода была изумительная. Пасмурно, тепло. Лунки не замерзают, руки не замерзают. Солнце не светит. Как раз вот такая хорюзовая погода, но почему-то он не клевал. Ну ничего страшного, заклюет в другой раз. Разик, наверное, мы сюда еще приедем. Если все будет нормально, то скоро. Скоро, если сильно не потеплеет, мы еще разик приедем. Но пока давайте прощаться. Всем пока, всем до свидания. До встречи на реке, до встречи на канале Коми Рыбак.